Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны событиях и встречаемся со знающими, интересными людьми. Сегодня наш гость, именно такой человек, это Сергей Гусовский. Привет, Сергей. Добрый вечер. Сергей Гусовский ранее был известным ресторатором киевским, говорит, что теперь бывший. А в данный момент депутат Киевского городского совета с 2015 года, да? То есть с 14-го? С мая 14-го? С мая 14-го. Но последние выборы были осенью 15-го. Да. Угу. Значит, и сейчас баллотируется по 212 округу на Верховную Раду Украины. Это у нас Поздняки и какие-то районы рядом еще. Поздняки, Осокорки, часть Харьковского, Бортничи. То есть это Киев, левый берег. У меня достаточно там друзей живет, так что у тебя сегодня ответственная миссия убедить моих друзей не очень скептично. Но мы не из-за агитации, на самом деле, тебя пригласили не из-за того, что ты кандидат в депутаты, а из-за того, что ты понимаешь, ты коренной киевлянин, во-первых, во-вторых, в выборах, хотя в этих не участвовал, но в других участвовал в Киеве. И кроме того, мне кажется, что очень мало влияния уделяется сейчас мажоритарным выборам. У нас, вот, посмотри, сейчас рейтинги все, да? Партии, а забывают, что почти столько же депутатов выбирается по мажоритарным округам. И мне кажется, я чуть вот так погрузился, посмотрел, что происходит, чуть-чуть. Это самый трэш и ад там. И там какая-то зона не особого внимания со стороны СМИ, да, но если сравнить по спискам внимания и по мажоритарщике, ну, 1 к 100, наверное. А и вот там, мне кажется, главные события сейчас и происходят. Это мое мнение. Согласен ты, нет? Ты знаешь, я соглашусь с тобой, ну, во-первых, что вес мажоритарщиков в следующем парламенте будет не меньше, так сказать, чем тем, кто пройдет по партийным спискам, во-первых. А во-вторых, тут есть интересная, я думаю, это закономерность. Вот, допустим, там социология по округу мы проводили, показывает, что не определившихся вот, в части голосования за партии 15%. То есть, в принципе, народ достаточно, так сказать, разобрался. Но борьба идет вот буквально за 15%. За 15%, да. Ну, кто-то еще может изменить свое мнение. Но, в общем, 15% не определившихся в части, касающейся партий и списков. А по мажоритарщикам 30% не определившихся. Ну, что, в общем, наверное, хорошо. То есть мажоритарщиков, во-первых, не прям пришивают сразу к партиям. Вот. А во-вторых, ну, то есть, вероятно, народ разбирается с тем, за кого отдать свой голос. Вот, в части, так сказать, непосредственно человека, который будет представлять. Кстати, я хочу напомнить, что у нас работает в студии телефон, и даже удобнее Viber. Можно звонить отовсюду и бесплатно. +38 073 419 4158. И даже можно позвонить через программу Skype atr.tv и тоже задать вопрос нашему гостю. А сколько, вот раз уже затронул социологию, сколько народу собирается принять участие в голосовании? Процентов? Вот здесь мы, конечно, будем, наверное, гадать во многом, потому что вероятно явка будет не очень высокая, потому что это вообще первые выборы в истории Украины, которые проводятся летом. Я слышал от 35 до 50% вот такую вилку в целом по стране говорят, что так будет. А у вас нет опросов, да? То есть это, наверное, одна из тех цифр, которые я наиболее скептически относился, потому что кто-то там собирается, потом не пойдет, погода, непогода, какая-то подвернулась горячей путевки, потому очень хорошо, что передачу ты как раз этому посвящаешь, вот, потому что мобилизовать вот всех тех, кто в действительности может так крепко повлиять на исход выборов, вот, то есть пойти и проголосовать. То есть это одна из задач, наверное, тех, кто действительно ищет правильных решений. Я вот хочу, чтобы ты за себя не агитировал, поскольку у нас не рекламный, не выборный такой эфир, как это бывает на разных каналах. Я хочу, чтобы ты рассказал этим людям, которые живут в Киеве, во всех округах, почему важно идти голосовать за своего кандидата от своего округа. И чем это отличается от голосования по партийным спискам? Ну, в общем, важно, я бы сказал так, важно просто идти и голосовать. Потому что когда люди придут на участок, они, скорее всего, проголосуют и за партию, и за мажоритарщика. Вот. Другое дело, что нужно к этому готовиться. И вот я думаю, что большинство, ну, подавляющее большинство вряд ли даже знают номер округа своего. А если не знают номер округа, то и не может определить, кто баллотируется. Вот, то есть, я не знаю, ты, вероятно, смотрел
раз упоминаешь 212, то есть там номер. Нет, мне редактор все готовили. У меня хороший редактор, Назар. Значит, вот Назар ознакомился с тем, вообще, вот, как номер округа и так далее. То есть это то, что позволяет в итоге действительно ответственно отнестись к тому, вот кому-то. Для начала надо выяснить, уважаемые жители всех округов Украины, пожалуйста, первый совет от нашего гостя: выясните номер своего округа. Дальше интернет и так далее. И так далее. Но это несложно. Даже не нужно ждать чего-то там в почтовом ящике. То есть просто набрать державный реестр выборцев. Допустим, фамилию свою вбить, я набирал, все сразу. Можно без фамилии, то есть, или даже просто вот выборы в Верховную Раду Украины. И будет два сайта. То есть один сайт важный. Это державный реестр выборцев, а второй это, собственно, ЦВК. И просто посмотреть округ. И дальше будет понятно, то есть можно посмотреть, кто идет по этому округу. И в ЦВК, то есть в комиссии, там есть информация, там много разной, вот, но есть помимо фамилии, есть, так сказать, то есть это самовысуванец, вот, либо представитель партии. А ты от партии идешь? И я самовыдвиженец, самовысуванец. Но когда ты видишь, что это там от ОПА-блока или ОПА-платформы, я путаюсь в них, ОПА-1, ОПА-2, значит, то есть вот это там одна история, допустим. Когда ты видишь, что это там от сил прогрессивных, то есть это другая. И дальше ты можешь смотреть. Хотя тут тоже есть путаница. То есть вот есть, например, в Киеве ситуация, когда человек нынче находится в фракции одной партии, а сейчас баллотируется от политсилы другой. Противоположно. Там есть градации серого, потому... Вот, но я сейчас подробно про это расспрошу, но судя по твоему Фейсбуку, ты не сразу решил идти в парламент, в национальный, уже тем более ты депутат, и пока еще действует каденция, да, городского депутата. Например, еще 5 июля ты написал, что не идешь в Верховную Раду. Давайте вот послушаем эту цитату дословно, а потом продолжим разговор. Численних перемовин і консультацій стало розуміння того, що рух «Люди важливі» не може стати частиною тієї чи іншої політсили. Відповідно, Координаційна рада запропонувала учасникам руху балотуватися в парламент з тими силами, чиї думки і бачення щодо майбутнього України вони поділяють. Щодо моїх кроків і дій, я прийняв рішення не балотуватися до парламенту, щоб разом з колегами і однодумцями зосередитися на діяльності київської команди та створенні всеукраїнської праволіберальної партії. Рух «Люди важливі» призупиняє свою діяльність. Відповідне рішення прийняла Координаційна рада руху. Водночас я буду робити усе належне задля створення і розвитку всеукраїнської політичної сили, що об'єднає не лише київську команду. Тут много подвопросов может быть. И почему приостанавливает деятельность движений, которые ты создал со своими, видимо, политическими однодумцами, да? И почему решено было идите в любые партии, и почему ты не хотел идти, а потом пошел. Вот объясняй, это же избирателям тоже важно. Да, безусловно, важно. То есть ты как один из... фактически те, кто инициировал создание движения, то есть ты несешь за него, конечно, полную ответственность. Я не несу. Я говорю о себе в данном случае, да. И, потому, когда понятно, что выборы неочередные, то есть формирование этого движения, так сказать, да, формирование происходило, так сказать, имея целью выдвижение в октябре. А то есть вы хотели, именно вот люди важны, участвовать в выборах осенью? Люди важливі, да. То есть мы не хотели покупать партию, брать ее с полочки или говорить, да, что нам вот там кто-то подарил, передал, так сказать, и так далее. Нас вот такой формат не устраивал. Вот, и мы, понятно, совершенно достаточно времени было как раз собрать 10 тысяч подписей, как это требуется для того, чтобы зарегистрировать партию. И это одновременно было бы уже правильным продвижением идей праволиберальных, о которых идет речь, и, то есть в первую очередь это экономическая либерализация, то есть это разгосударствление, это государство-сервис и так далее. Можем об этом отдельно поговорить. Можем. То есть планы эти были нарушены тем, что выборы... Выборы внеочередные, значит, планы меняются, соответственно, мы проводили консультации с разными политическими силами, и в итоге, у нас, например, часть людей, которые были в рухе «Люди важливі», идет в составе партии «Слуга народа», часть идет в составе партии «Голос». То есть, например, члены киевской команды, которая говорила, это депутатская фракция наша в Киевсовете, 3 представителей идут, 2 в списке «Голоса» и 1 по мажоритарному. Вот тут у меня Владислав Криклий,
да? Нет, это ты сейчас читаешь как раз тех, кто пошел в «Слуги народа». Да, да. Ну, говорим, например, да? Как пример. Да. Криклей, Наталуха, Лена Шуляк. А в «Голосе» кто? А в «Голосе» Олег Макаров и Андрей Осадчук. Это в списке. Это члены киевской команды, депутаты Киевсовета. И Вадим Васильчук, он по мажоритарному округу идет. И вот до того, как эта, собственно, конфигурация так сказать, не определилась, было и принято решение, что нужно приостанавливать движение без непосредственной его деятельности, пока не будет понятно, кто, как, каким образом. То есть вы приостановили, в принципе, можно же было эту горизонтальную структуру оставлять, как бы, как общий знаменатель для всех, но вы решили нет пока, потому что все-таки надеетесь, что будет партия создана. Айдер, дело в том, что вот неочередные выборы, это такой-то спринтерский забег, то есть это не 3 месяца, а 2. Это хорошо или плохо? Есть и положительные, и отрицательные моменты. То есть я думаю, что с точки зрения летнего периода, то есть, наверное, это скорее хорошо. Вот, потому что выборы в августе, это, наверное, еще сложнее, чем выборы то есть в июле лучше. Да, то есть это мы выбираем, что лучше. Но то есть это такая очень сконцентрированная форма, конечно. И покуда фактически сейчас эта палитра политическая состоит либо из совсем старожилов, я могу дать им прямую оценку. То есть вот старожилы такие мастодонты, вот такая псевдоэлита, гвардия старых схем. Вот есть вот эти партии, есть новая партия. А новые, то есть они партии весьма условные, то есть это фактически тоже там своего рода движение под брендом, под именем, которые собираются. Вот. И в этом смысле, наверное, быстрая кампания, это, так сказать, какие тренды сейчас в обществе доминируют, они и будут отражены. К сожалению, насколько я понимаю, не знаю, ты лучше этот вопрос знаешь, вынужденные переселенцы не могут голосовать за мажоритарных округах, или как дело обстоит? Я думаю, что очень многое нужно менять в избирательном кодексе. И это как раз задача уже будет в следующей каденции. Я уверен, что это решение будет найдено. Вот. Я более чем уверен, потому что оно давно назрело. Вот. И назрели те системные шаги, которые следует произвести на свет. То есть это перепись населения, например. То есть я уверен, что у нас до сих пор еще есть мертвые души. Нет, я знаешь, просто не понимаю, Сергей, вот есть реестр выборцев, да? Вот были выборы президента, люди пошли, я пошел, там, взял, открепил, когда от места прописки, там, открепился, прикрепился к этому. Там у нас на телеканале это многие сделали, да почти все, почти. У нас активный коллектив и так далее. Здесь же тоже можно открепиться, прикрепиться, но голосуешь только за партии. В чем страх? Почему не принято, почему нельзя также открепиться, прикрепиться к какому-то участку и проголосовать? Это же не какая-то даже критичная масса этих людей, да, но им нужно дать возможность, если он там живет де-факто. Но почему не заявить, я тут де-факто живу, да, вот, я не знаю, вот договор аренды квартиры, например, да? Вот почему крымские татары, например, за которых ты выступаешь всегда, и я слышу все, что ты говоришь про крымских татар, про нашу автономию, про поддержку и так далее, они бы, например, пошли бы за тебя проголосовать. А как? Я думаю, ты прав частично. То есть это комбинация, на самом деле, с одной стороны, страха, и страха, который идет еще, видимо, из советской поры. То есть боятся свободных людей, боятся людей, которые, любят тех, кто привязан просто к какому-то месту, кто в этом смысле там совершенно, допустим, предсказуем и так далее, институт прописки, вот эти все истории при регистрации и так далее. То есть с одной стороны вот этот страх, а с другой просто, опять же, инерция той прежней поры, когда государство не является сервисом, когда государство является таким себе владельцем всего и вся, включая людей. Вот, потому что если государство, город предоставляет сервис, то тогда это в первую очередь забота о том, чтобы человеку было комфортно жить, комфортно принять решения и так далее. И в такой ситуации действительно, безусловно, даже если ты переселенец, ты имеешь полное право, ты давно живешь в Киеве. Вот ты говоришь, я киевлянин. Я считаю, что киевлянин это человек, которому хочется, который любит город, которому нравится жить в Киеве, который собирается жить в Киеве. То есть, чем больше, чем активнее человек щеголяет коленями своими киевскими, например, то есть, тем вероятнее, что он сам ничего не добился.
Вот. И, ну, то есть есть, на самом деле, западные демократии, в которых на местных выборах, это не касается парламента, но на местных выборах даже не граждане этих стран, если они проживают более чем определенный срок, они могут голосовать. Литва, Почему? Эстония, пожалуйста. Потому что они уже платят налоги там, соответственно, они имеют полное право определять, кто будет представлять их интересы, потому что они там живут и там платят налоги. Ну, я вообще при наличии реестра выборцев, я вообще не понимаю, в чем проблема. В том, что перекупит какой-то кандидат в свой округ, что ли, затащит людей, да? Просто будут объявления вешать, что вот за 1000 гривен регистрируйся в нашем округе. Айдар, это один из главных тезисов как раз вот нашего движения праволиберального, который состоит в том, что государство должно стать государством-сервисом. Не государством, по-разному можно говорить, автократом или там, вот, собственником, а государством-сервисом. Потому что государство – это, вообще говоря, институт. То есть есть страна. Страна, в первую очередь, состоит из людей. Дальше там разные многоразличные ресурсы. Вот. А государство – это институт, который нанят этими людьми, нанят гражданами государства для того, чтобы максимально эффективно управлять. Достаточно общие, понятно, да. Точно так же понятно и что человек, живущий в стране, являющийся гражданином страны, он должен иметь право голосовать полноценно за парламент. Я считаю, и за список, и за мажоритарщиков. В принципе, по большому счету, у нас вообще надо мажоритарку убирать. Да, но пока есть. Но вот в принципе человек, который не имеет возможности проголосовать, да, лишен наполовину избирательного права, вот в принципе может даже и в суд пойти и досудиться до того, что скажет, ну извините, а на каком основании? Я лишен права голосовать. Я что, по своей воле, что ли, здесь оказался? Да? Ты знаешь, мы потому, я думаю, как раз и говорим с тобой о том, что это одна из задач, очень важных задач следующей каденции. Вот. Ей там предрекает кто-то там очень недолгий срок, потому что будут какие-нибудь там страшные козни, страсти, мордасти. Время покажет, сколько она продержится, но я уверен, что это одно из, опять-таки, первых решений. То есть вообще реформа парламента, вот, это, соответственно, ну, это реформа тех процедур, в рамках которых он существует, и реформа вот тех очевидных вещей, то есть как избирательная система. Вот. И, безусловно, это борьба с кнопкодавством, это вообще несложная задача. То есть она решается технически, совсем легко. В Киевсовете, кстати, существует система, то есть ты 2 пальца должен использовать при голосовании. И держишь ногами. Пока не... Да. Ну, наверное, кто-то исхитрится. Но это из нынешнего созыва. Там, наверное, есть герои, которые так бы щеголяли такими умениями. То есть, опять-таки, голосование. То есть, очень простая процедура. То есть, за решения, которые не являются масштаба конституционного, то есть, там же масса решений таких, довольно обыденных. Хотя это законы Украины, но тем не менее. Голосуют просто простым большинством тех, кто находится в зале. Это очень хорошо подстегнет ходить на заседание. Ну, иначе там оппозиция собралась, проголосовала, да. До свидания. Смотри, я не слежу внимательно, но мой редактор Назар, он очень политически грамотный и внимательный, он накопал такое, что на вашем последнем форуме «Люди важливі», в вашем форуме принимал участие тогда еще советник Зеленского, сейчас глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков. А в каком качестве он выступал там, Разумков? И поддержите ли лично вы идеологию партии «Слуга народа», если вы видите, в чем эта идеология? Назара, вітаю. Я думаю, що я буду відповідати в такому випадку і тобі в тому числі. Нет, я согласен с этими вопросами, они правильные. Це дуже класне запитання, справді. І брав участь Разумков в 3-му форумі як учасник дискусійної панелі. Я зараз можу там декілька людей навести, хто брав участь. Там був, окрім нього, був Павленко. Ми запросили, між іншим, на 3-й форум, ми запросили обох учасників другого туру президентських перегонів, тобто і діючого на той момент президента Порошенка, і пана Зеленського. От, прийшли їх представники, тобто Павленко був Павленко і Разумков, окрім того був Омелян, був Павло Шеремета, був Тарас Березовець. І власне це були учасники безпосередньо дискусійної панелі. Павло Кухта її модерував. От, і була дискусія дуже відкритого характеру. Тобто кожен міг висловлюватися і говорити про те, хто з претендентів на посаду президента, які буде політики. Но тем не менее, именно в партии «Слуга народа» пошло 3, как ты сказал, ваших людей, да? Большая часть. Вот чем они руководствуются, на твой взгляд, какие у них надежды связаны с работой, если они пройдут в парламент от этой партии? И как ты лично относишься к партии «Слуга народа» и к их действительно, вот, если есть действительно идеология?
Ну, тут точность, вероятно, важна, потому что мы говорим Да, о цифрах. конечно. Вот я потому хотел бы напомнить, что у нас трое участников нашего движения пошли с голосом. Трое То туда? есть трое участников киевской команды. Можно смотреть на глубину 100 человек. Вероятно, там есть еще коллеги, которые принимали участие в форумах Люди важливі, и они сейчас, например, в списке «Слуги народа». Чем они руководствуются, принимают это решение? Но я полагаю тем, что, вероятно, в данный момент очень важно брать на себя ответственность за то, каким будет парламент. И каждый уже решает для себя. Это ответственность, ее комфортно взять вот с такой командой или с такой командой. Да, это один из ответов, почему я Но эти люди, которые пошли, движения. да, они все-таки личности, они же не какие-то люди, которые там из ноунейма, да, как Безусловно. бывает тоже в разных политиках. Безусловно. Но тот же Влад Крикли, это очень классный менеджер, который фактически реформу сервисных центров МВД, это его работа. Электронный кабинет водителя, это его достижение. И то есть я уверен, что это будет очень эффективная деятельность его уже как парламентария. Вот. Потому, говоря о идеологии, ну, наверное, мы будем, ну, ты спрашивал, сколько людей пойдет голосовать, вот точно так же мы, наверное, будем думать очень общо, какова идеология партии «Слуга народа». Потому что Стефанчук, если не ошибаюсь, да, комментировал, что это либертарианство. Вот, и думаю, после этого многие пошли и почитали вообще, что такое либертарианство. Ну, какая-то польза есть от знаний таких. Да, ну то есть это фактически такая продвинутая версия вот, праволиберальной идеи. То есть это минимизация государства. То есть это минимизация фактически до нуля либертарианства. Ну, тут можно говорить, да. Там уже там есть разные либертарианцы. Да, об этом интересно читать. Ну, то есть это, в общем, это про то, что в свое время прекрасно, я не знаю, у нас по времени мы можем цитаты прямые давать, да, из Леся Деревянского? Да. Ну, вы понимаете, ну, значит, если там есть какие-то определенные слова. То есть вот формат отношения к государству, вот, когда оно перестает генерировать стресс, то есть когда оно занимается своими задачами, оно тебя как гражданина и в итоге всю страну качественно представляет на международном уровне, качественно, профессионально, когда оно обеспечивает национальную защиту и оборону. Деревянского хотел, если там нет нецензурных слов, а то нас тут богомолец накажет. Нападет на нас, да, и укусит ядовито. Ну, он же в какой-то момент там сказал, вид нас. Вот, собственно, это отношение к государству. То есть это не генератор стресса, а это производитель но он про сервиса. Россию сказал это. Дело в том, что в каком-то смысле государство как институция в Украине, оно не подвергалось перезагрузке. То есть это то, что фактически по инерции пришло из еще советского времени, и оно, в общем, неким образом эволюционировало, но скорее подстраивалось. Но оно очень социалистично по своей сути. Я даже возьму смело сказать, что оно более социалистично, чем российское государство. Потому что тут больше реально социализма осталось. Ну, льгот, привилегий. Путин, он достаточно жестко это убрал, да, ну, у него свои там какие-то свои цели, но реально вот Украина, она тут боялись трогать вот всю эту социальную сферу с одной стороны, с другой стороны, и реформ действительно не было, государство страшно неэффективно, как все видят. Ну, Айдар, у нас государство, например, оно не очень хорошо понимает вообще, оно чем занимается, я думаю, если всерьез. Если пытаться какой-то придать смысл, так сказать, действиям государства как такового, ну, то есть у нас 3600 государственных предприятий, ну, или предприятий, в которых часть государства велика. Сколько ты убрал бы? Я бы оставил 10% максимум. Но в Польше 300. И все хорошо. Ну, сопоставимо. И это точно так же опускается на уровень городов, то есть коммунальные предприятия. Коммунальная собственность — это тоже такой себе, ну, смешной крендель с точки зрения... Ну, это воруют, короче, там. Ну, что-то, что мы не воруют, понимаем. Да. То есть он возник как вот, после, опять-таки, советской поры, когда тогда же был один вариант собственности, единственный, государство, все государство принадлежало, и люди точно в том числе. Вот. И вот переходя от государственной или с появлением частной собственности, вот появилась и коммунальная. И вот по дороге от государственной к частной, вот куча всякой коммунальной собственности. Это там могли быть помещения, это могли быть предприятия. Вот неважно, государственное или предприятие, или коммунальное, вот должны существовать только те, которые предоставляют некий уникальный сервис. Ну, скажем, сервис, который не приносит денег, вот, и понятно, поэтому бизнес в него не пойдет. Да? Но его нужно осуществлять. Ну, условно говоря, аптеки.
То есть ты, живя в городе, например, там, современном, должен быть гарантирован, что аптеки? Да, это очень прибыльный бизнес. Есть места в любом городе, в котором, например, коммерческая аптека находится на расстоянии 400 метров. Допустим, а желательно 200. Вот просто чтобы дойти. Но это уже частности. Да, но это я к тому, что вот это о сервисе. То есть государство не должно быть предпринимателем. Потому что как только государство становится предпринимателем, Укрспирт. Вот это как раз про один из примеров. Да, или там не было. Даже я слышал про Укрспирт и про все эти. Ну вот. Соответственно, минимизация роли государства это важная задача. Смотри. И в этом смысле, если «Слуга народа» действительно будет идти по направлению, так сказать, либертарианскому, это прекрасно. То есть это про как раз увеличение индивидуальной ответственности гражданина. И это, безусловно, предполагает решение задачи, с которой мы с тобой начали разбираться. То есть вот право человека выбирать тех, кто представляет его в законодательном органе высшем. Вот такой вопрос. Говорят, скажи, правда это или нет, по твоим ощущениям, что если ты пишешь, что ты от партии «Слуга народа», то тебе сразу 30% просто бонусом отлетает на мажоритарке. Я думаю, что это довольно близко к истине. То есть от 20 до 30. То есть эта тенденция, это такой эффект цунами фактически. То есть вот то, что произошло на президентских выборах, усталость от старой политики, от несправедливости, конечно, были невероятно высокими ожидания. И потому в процессе, так сказать, обретения, неважно, безвиза ли, Томаса и так далее, это воспринималось как, практически как данность. Ну да, а как же? Вот, а хотелось больше. Вот. И ощущение несправедливости как раз оно шло вот от всех этих там Роттердамов плюс, минус. Это ровно то, как это, не знаю, смотрел ты или нет, но ровно в этой студии, сидя на твоем месте, вчера говорил Павел Климкин, когда у него спросил про вот все это, про почему так много людей голосовали против Порошенко, например. Но тогда, если там это 20-30% бонуса, это поди еще получить столько, что помешало тебе, твоим коллегам, пойти, допустим, поговорить с партией «Слуга народа» и пойти от них? Тем более ты человек достаточно известный в городе. Знаешь, я уверен, что мы сейчас стоим перед целой вереницей выборов. То есть, потому что вот должны быть следующие местные выборы, они по графику, они должны быть осенью следующего года. Вот. Сейчас много разговоров о том, что там в каких-то городах или в целом, опять-таки, перезагрузка, в том числе и местных советов, она произойдет еще в этом году. И потому быть в плену, то есть иллюзий вот каких-то там политических проектов, которые или политических тенденций, которые возникли недавно, и время покажет, сколько просуществует, я думаю, это один вариант определения себя в политике. Вот, потому мне кажется, что на данный момент, уж при наличии, если есть мажоритарка, то я полагаю, что это тоже такая ответственность политика, идти и говорить, давайте мы объединим, так сказать, людей, помимо всех этих знамен, которые, вот они сегодня такие, завтра другие. А у вас в округе есть от каких-то, от «Слуги народа», от «Голоса» кандидаты есть? От «Голоса» нету, от «Слуги народа» есть. От Европейской солидарности есть, от «Батьківщини». Оба человека есть от вот эти ОПА-1, ОПА-2. Да, там, так сказать, боекомплект полный. Кроме «Голоса». Вот я хочу спросить о чем. Многие считают, что, мало того, что ОПА, условно, вот эти все ОПА, как-то, я все забываю, как называется, вот это, которое второе место в рейтинге. Мне удобно ОПА-1, ОПА-2. То есть это ОПА-1, первая, вторая. Можно даже букву «Ж» добавить сначала. Но, они набирают по опросам мажоритарки или по пропорционалке 13 пока процентов. Мое убеждение, что будет больше, учитывая время проведения выборов, учитывая отпуска активного населения, учитывая много всяких факторов и, возможно, низкую явку. А может, она не будет низкой. Но мне кажется, что может быть больше. Но мне кажется, что еще и именно по мажоритарным округам эти люди будут добирать голоса. Именно пророссийские кандидаты. Ты можешь сказать, кто это в вашем округе, в соседних округах, как они действуют? Они же, насколько я понимаю, или они идут откровенно от ОП-блока, или они все-таки так вот независимые типа? Да как, они идут откровенно от ОП-блока. То есть почему и в какой-то момент же говорили. То есть действительно важно посмотреть вот для тех, кто верит в то, что каждый голос важен.
ну, просто вот крайне необходимо, так сказать, понять, разобраться, какой номер округа, и посмотреть, кто в этом конкретном округе. Потому это сейчас я не думаю принципиально. То есть в каждом округе может пролезть, вообще говоря, кандидат от Медведчука, например, запросто. Да, а то и два. То есть, ну, например, кто-то, вот мы там проводили опросы. Я, честно, я просто не хочу называть ряд фамилий, вот, просто чтобы рекламу лишнюю не делать этим. Но это надо же мочить конкурентов. Мерзавцам. Не, я имею в виду там какие-то вот эти тоже новые партии смешные всякие. То есть у которых, которые дают вот те, кто симпатик этих партий, они дают в итоге, так сказать, свои голоса тоже за каких-то полупонятных абсолютно персонажей. То есть знать заранее, то есть определяться со своим выбором до того, как ты придешь на участок, ну, это действительно это важная задача. Я бы сказал, это такая-то это прямая ответственность ответственного гражданина. Опять общие слова ты сейчас говоришь? Да как общие? Это совершенно конкретный алгоритм действий. Google, номер собственного округа, ЦВК сайт, посмотреть, кто там баллотируется. Нет, это ты все правильно сказал, ты закончил общую фразу. Вот просто так ты правильно сказал. Есть сейчас у вас такие, я тоже их не знаю, но вот интересно. Есть такие братья Гольдарб. Среди твоих конкурентов есть Яков Гольдарб, а он родной брат Максима Гольдарба. Это интересная семья, судя по вот, биографии. Они создатели партии «Мира», которую в 2018 году возглавил Вадим Новинский из Опоблока. А еще Максима Гольдарба в его предвыборной программе в 9-м он тоже идет в депутаты, но по-другому, насколько я понимаю, округу. По Подолу. Да. Есть 9-й пункт, цитирую, «Вільний розвиток використання і захист російської мови, а також інших мов, якими розмовляють наши громадяне». Ну, такая мовная спекуляция вообще мне очень нравится. Это сразу меня настораживает, потому что в Киев это город, в котором вообще свободно, многие говорят, просто сейчас это говорю. А также Максим Гольфарб... Чувствуешь, мы это нетерпение. Да, недавно был ведущим на канале Медведчук, ну, News One. Да? Да, а идут эти оба брата по Подолу и по Позднякам, по этому округу, как самовыдвиженцы. Ну, может, мы что-то пропустили, если что, добавь. Вот это тоже такая технология? Ну вот да, самовыдвиженцы, то есть партию никто такую не знает, но канал News One смотрят. И я не считаю, что на News One может быть какая-нибудь, наверное, и полезная аналитика теоретически, но мы же знаем, что самая гнусная, самая эффективная пропаганда, это когда тебе не говорят 100% лжи, а когда тебе, например, говорят 50% каких-то рациональных вещей, а 50% вот там уже, так сказать, пропагандистские всякие идут химия. Да, либо, например, тебе 80% разумных вещей говорят, а 20% вот всякой пакости. И она заходит совершенно, так сказать, вот, ну как там. Так это давно так. Вот на самом деле, даже и зрителям хочу сказать, и я говорил об этом, и сейчас уже не время фейковых новостей. Вот когда говорят, мы будем бороться с фейк-ньюс, вчерашний день, ребята, уже проспятых мальчиков нет. Вот быстро, но это время прошло. Сейчас время фейковых комментариев. Они берут обычные новости, то, что есть, да, подают их под своим углом, снабжают комментариями, и получается уже, допустим, что вот происходит акция народная, ну, народная, в смысле, люди сами собираются, да, обсудит комментарии, и комментатор говорит, это такая политическая партия, ее собрала, да, потому что они нас ненавидят и так далее. Это не является абсолютно никакой правдой, но видеоряд настоящий, комментарий фейковый, что мы получаем на выходе? Фейковую новость в целом, да? Совершенно верно. Ну и мы получаем на выходе, вот как в анонсе телемоста Киселев говорил, как он сказал, прильнете. То есть вот как раз прильнете. Ну, так все сварят, такой компот, чтобы, да, прильнете. И, ну, собственно, я думаю, что ответ на твой вопрос, он в самом этом, так сказать, вопросе. Слушай, а что это такое? Ну, то есть это очевидная совершенно вот та самая пятая колонна. Твое мнение, вот по истории News One раз упомянули этот канал, но сегодня там нацрада по делам телевидения и радиовещания, там смотрение, предупреждение, я не помню. Какую-то проверку они проводят, да, на предмет, проверка на предмет решения лицензии и так далее. Что бы ты, как народный депутат, и вот стал бы ты народным депутатом, допустим, да, предложил сделать с таким каналом и с другими каналами, которые работают на пророссийском волне, так сказать? Ты знаешь, я думаю, что тут вот очень важно, когда, ну, то есть вот такого рода провокации организовываются, я думаю, что это абсолютно, так сказать, спланированная четкая провокация. С телемостом, да, но в целом, это же только одна провокация. Вот я почему говорю об этой провокации? Потому что вот она, будучи хорошо спланированной,
То есть человека, который попадает вот в эту, то есть аферисты же такие истории придумывают. И то есть человек, как только попадает в эту историю, он либо в такой сценарий, либо в такой, но там уже много всего продуманного. Ну, то есть в итоге, если там будут сжечь шины, разбивать витрины, пожалуйста, великолепная картинка для западных медиа. Если там будут какие-то скоропалительные решения, которые потом будут легко оспорены в суде, тоже прекрасно. Да, то есть я вот почему, и ты правильно ставишь вопрос, задаешь законодательно. Законодательно должны быть решения приняты о полномочиях Национальной Рады, вот, радио и телевидения, вот, по очень четкому абсолютно направлению. Вот есть страна-агрессор, то есть по отношению к стране-агрессору медийное пространство должно быть максимально точно зарегулировано. Я не побоюсь слова «зарегулировано». Ну, то есть, вот всякие мосты и так далее, особенно когда, ну, я не знаю, там же реакция Малахова какая-то была удивительная. Я просто уже посмотрел. Ну, да. какие? Ну, то есть, человек говорит, там короткое выступление, он говорит, я вообще собирался, это должен был быть праздник улыбок и счастья. Это в смысле после 1000 погибших. Мир это важно, и важно стремиться к миру, и важно его достичь. Но в сегодняшнее время улыбки и счастье это как пощечина. То есть это абсолютно провокационные вещи. Смотри, То есть Национальная Рада должна иметь очень четкие рычаги для того, чтобы отзывать лицензии в случае, если произошли какие-то нарушения. И я думаю, что определенные нарушения они не требуют квалификации как окей, вот в следующий раз, еще один раз, и мы тогда уж совсем. То есть есть ответственность лиц, которые допускают это, непосредственных руководителей, и действия, которые совершены. Знаешь, все любят приводить пример демократии Британию. Так вот, Британия, когда на нее напала Германия в прошлом веке, там быстро прекратилась свобода слова в отношении Германии. Никто с британских СМИ не призывал к дружбе с Германией в период войны. Это было преступление. И, наверное, потому что войну войной не называли сначала, да? Тогда бы было просто от этого слова плясать. Вот война, если вы за мир с страной, которая напала, все, ребят. Но это надо как-то решать. Иначе нас вот это медведчуковское вот это вот облако, оно нас полностью поглотит. Ты прав. И получается, что, ну вот все-таки мне кажется, что время фейков, оно как раз никуда не ушло. И, допустим, вот активность на Facebook, если продолжать тему выборов, вот мы можем обратить внимание, что сейчас много, то есть они какие, они честные или нечестные. Вот, допустим, я вижу там много атак на тот же «Голос». Берется какая-то там, выдергивается цитата, допустим, и препарируется. И дальше, просто вот можно обратить внимание на рекламу на Фейсбуке. То есть одно дело, когда там, человек рекламирует свои идеи. Там, неважно, «Голос» это или «Слуга народа». Вот. И другое дело, когда реклама, плашка реклама есть, под текстом, который, ну, как бы критика чьих-то действий. Или там какая-то там, вот, там, коррупционер. Ну, то есть, и вот когда это стоит под рекламой, то ты можешь понять, что это действует площадка, то есть, которая нанимается для того, чтобы выливать грязь, и там, как правило, нету нормальных ссылок, то есть это, как правило, зарегистрированная там месяц назад какая-нибудь или 2 месяца назад платформа, которая, собственно, предназначена для того, чтобы как раз создавать выборов, фейковые вещи, вот, и потом говорить фу-фу-фу. Интересной темой мы подходим к расценкам на кампанию в Киеве. На прошлой неделе Мустафа Наем, теперь уже, можно сказать, практически уже почти бывший депутат, поскольку он не баллотируется, в программе 16+, на Скрипин.ua озвучил сумму участия и победы в округах Киева. Сам он хотел баллотироваться по округу 217, это Оболонь, но в итоге он решил не идти на выборы совсем. Давайте послушаем прямую речь Наема и далее прокомментируем. Для того, щоб брати просто участь в кампанії, треба, ну, мінімум в Києві $100 000 для того, щоб просто почати цю кампанію. Що це означає? Це зібрати команду, це замовити рекламу, це замовити комунікацію, це підготувати свої пересувні команди, тому що, знову ж таки, говорити про те, що голими руками можна взяти округ, це неправда, не вірте в це. Для того, щоб брати участь і створювати конкуренцію, треба 200-300. А реально, щоб виграти на окрузі, наприклад, на 217-му, де вже працює сітка, це треба не менше 500 мільйонів. Близко к истине то, что сказал Мустафа Наем? Я думаю, что то, что касается тех, кто хочет покупать сетки и так далее, то, конечно, их с радостью обсядут политологи и всякие вот как раз владельцы сеток и будут предлагать свои услуги.
За бешеные деньги. Да. Но сетки хуже действуют. Они безусловно существуют. Ну, потому что там, вот, когда-то, будучи изобретенными, если их кто-то покупает, значит, они будут существовать. А какая доля сеток вот, в глаз? Я думаю, она все меньше, меньше, меньше. То есть это, ну, может быть, там, на уровне нескольких процентов. Ну, то есть я точно не берусь судить, просто потому что, ну, вот, допустим, наш подход, он совершенно иной. Вот, например, времени мало, и, конечно, ну, то есть это вот как 100-метровку ты бежишь. Ну, то есть я вот каждое утро начинаю, у нас есть такой хэштег «Кава на районе». То есть мы в 8 утра с коллегами пьем кофе. Ну, при этом какие-то вещи анонсируем в разных местах. И, ну, то есть за утро, ну, мне привычно выпить 2, 3, 4 чашки эспрессо, если, ну, то есть маленькая кофе, вот, и маленькая чашка, и, ну, то есть ты можешь совершенно спокойно выпить несколько. И по дороге, просто с брошюрками своими, ты вот здороваешься, представляешься. И это очень интересно. Но это такие, это уже из разряда феноменологических каких-то историй, когда, ну, то есть они видят и, а что, сам кандидат носит? Я говорю, ну да, так дешевле. Вот, то есть мы работаем активно с волонтерами. Как раз в этом смысле Facebook это очень правильная платформа. Мы вот все выкладываем на Инстаграме, опять же, то, что касается этой кавы на районе. И фактически это утром такая процедура и вечером такая же процедура. Но все-таки вы деньги тратите. Билборды есть. Безусловно. Да, и, есть борды. наверное, есть на досках объявлений в лифтах, ну, где-то еще. Нет? На досках объявлений. Ну, на своем примере просто расскажите, есть кубы. что вы делаете. Есть кубы, то есть это, ну, вот такая конструкция, которая... И там то есть это не палатки, да, листовки. Вот, то есть это небольших денег стоит. У нас вот 5 кубов, например, я могу точно сказать. И это в совокупности с бордами, то есть это не какая-то там, это не бог весь какой бюджет на самом деле. То есть действительно за 3 копейки не получится провести, если... Но большой борд стоит от, ну, разной величины, от 20 до 80 тысяч. В зависимости от расположения, в зависимости от того, на какой срок. Вот, то есть мы брали на 3 недели борды с 1 числа, даже чуть позже. И потому это 2 поклейки, то есть первая, собственно, которая основная, и потом ты, когда на день тишины, уже, так сказать, заклеиваешь каким-то таким нейтральным сообщением. Вот я не знал этого, да? Да, ну, то есть ты обязан исполнять оператор, собственно, у которого ты подписываешь этот сервис, но ты, так сказать, либо ты раньше просто заканчиваешь эту рекламу. Вот. А потому, ну, вот в нашем случае я могу точно сказать, что брошюры, к которым прикреплены ноги, желательно твои, да, вот мои. То есть это очень эффективный способ. Конечно, если бы было 2 месяца, это было бы еще, так сказать, эффективнее, вот, и дай бог хватило бы сил. Но каждое утро и каждый вечер, то есть если я лично отдаю там, 150 брошюр, лично, вот, и есть еще коллеги, вот это имеет эффект. Вот, потому я тут до известной степени могу согласиться с Мустафой. Вот, то есть, конечно, когда кто-то пытается себе купить в лоб результат, ну да, наверное, он будет тратить дурные деньги. Но повторюсь, его обсядут моментально те подрядчики, которые работают вот на выборах, и потом до следующих выборов. Это есть какая-то корреляция? Себя. Вот ты тратишь много, и ты с большой вероятностью выигрываешь. Или сейчас все-таки что-то поменялось в сознании граждан? Может быть, это ты потратишь $1 миллион и пролетишь как фанера? Вполне, ну так в истории, собственно, Украины были уже такие ситуации. Когда-то Литвин, помнится, пролетел мимо парламента, хотя тратились большие деньги. Я не помню, в каком году это были выборы, но это парламентские выборы, это была такая очень для него печальная история. А у тебя спонсоры есть или своих хватает? Спонсоры, ну как спонсоры, коллеги, друзья. Это те, с кем мы вот уже 5 лет, собственно, новую политику выстраиваем и показываем, что может быть иначе. То есть я сейчас не буду спрашивать, мне это не нужно в эфире, но ты можешь назвать тех, кто тебе помогает. Да, ну я могу назвать тех, кто помогает, ну то есть есть те, кто там согласился передать 100 тысяч гривен, есть те, кто согласился передать 200 тысяч гривен. Вот. Я обязательно, ну, полный список. Ну, а всех. примерно стоимость компании какая, чтобы люди понимали? Вот это фандрайзинг, друзья, там, как-то еще, но примерно какая вот стоимость компании, ну, я не знаю, как все тут охватить, на что-то. Ну, то есть 1 миллион гривен – это уже достаточно весомая сумма для того, чтобы чувствовать себя комфортно, если ты активно участвуешь, если у тебя, ну вот, то есть у нас, например, вот Кубы, то есть эти, ну, или там то, что старорежимные, это палатки, вот, то есть вот стоит около Куба 2 человека с рекламными материалами. Это волонтеры.
То есть это те, кто знают о том, что мы делали, они доверяют. Это очень важная как раз компонента для того, чтобы быть успешным. Ну, в принципе, знаешь, Это анкета, которую там ты на Фейсбуке запускаешь, когда говорят, что все... заполняют тебе, вот люди приходят и говорят, мы хотим, мы готовы, вот дайте Слушай, нам я бюджет. вот знаю, что, наверное, все думают, что все работают за бабло. И я так раньше тоже думал. Ну, как вот стоит человек у палатки, что-то там раздает за бабло. Но я столкнулся с, там, не соседний округ, недалеко, на округ 214. Вот, и я точно знаю, что, например, за Славу Медведенко, который там один из кандидатов, за него люди сами, у них там громада, и они, собственно, там занимаются местными всеми делами полезными, но они сами точно, там никто никому не платит, это совершенно точно. Ну, видишь, он известен борьбой своей за вот всю эту территорию, вот около метро Левобережная, то есть около Никольской Слободки. И, соответственно, то есть к нему пойдут волонтеры, к нему пойдут те, кто, ну, он даже, наверное, люди оскорбятся, если он будет предлагать деньги. И скажут, да ладно, чувак, ты идешь вообще, дай бог, чтобы ты прошел, мы все сделаем для того, чтобы ты прошел. Ну вот я про этот феномен хотел тоже поговорить. Ты пошел от района для тебя нового, или ты там жил, или там почему Поздняки? Вот почему вот и Харьковские Поздняки? Знаешь, есть несколько соображений. Ну, во-первых, это на самом деле это очень динамичный район. Это, наверное, самый динамичный район с точки зрения, ну, вот этого, там, в хорошем смысле, вот это, он молодой достаточно? Не безразличен. То есть он район твой ровесник, кто по избирателям? Вот возраста какого там? Ну, он один из самых молодых, то есть там большая часть застройки вот этого округа. Ну, средний возраст, как бы не узнавал? Вот, средний сложно сказать. Ну, то есть застройка, там, есть дома, которые введены в эксплуатацию в прошлом году, есть те, которые введены 20 лет назад, но в целом, то есть большая часть это то, что... То есть это квартиры, которые были куплены людьми, да, просто полно активных людей, в том числе моих знакомых, да, которые, друзей даже, которые из разных регионов там, Украины приезжали сюда, да, Киев, они действительно там обосновались. То есть там живет средний класс, там живут люди самодостаточные, то есть там живут люди, которые... Как ты выбирал? Вот по себе, что ли? Вот по самостоятельности, что ли? Не знаю, вот почему этот район? Ну, объясни. Ну, вот это динамизм, который в районе подтверждается цифрами. То есть есть такая штука, называется громадский бюджет. То есть это там часть бюджета городского, который распределяется вот, ну, путем подачи заявок на проекты жителями города. Дальше есть процедура голосования. И вот, допустим, Киев финансирует 160 миллионов, идет в целом на вот, проекты из громадского бюджета. 550, если я не ошибаюсь, 4 проекта победили. Так вот, из этих 550 проектов 100, то есть 99, если быть точным, было инициировано вот там как раз в Дарницком районе. 100. То есть это можно сделать, я просто это знаю тоже, это можно сделать только когда люди сами активно голосуют, делятся идеями, агитируют за эти идеи, не перед выборами, а вот я видел палатки, которые стоят, там, допустим, ну, у каких-то торговых центров, где говорят, вот у нас проекты по району, давайте подписывайтесь, и тогда у нас будет это, да? То есть это у них тоже вот этот округ, именно ты поэтому выбрал, что люди там, ну, как бы понимают, что они что-то сами хотят, не просто там... Совершенно. Это одна из компонентов решения. То есть, например, 99 проектов будут профинансированы от Дарницы, а от Печерского района 8. Вот это про, ну, как я сказать, сытость, да, в плохом смысле. Интересно. Или леность. Не хочу никого не обидеть, но в общем, это правда. Вот она такова. И с одной стороны. С другой стороны, то есть у нас были проекты, которые мы вместе как раз с такими боевыми спільнотами, вот, группами тех, кто защищает, например, то есть там есть люди, которые тебя знают, грубо говоря. Да, и мы вместе боролись за то, чтобы вместо там очередных там 40-25 этажек, это я вот абсолютно точно цифры называю, но чтобы это была зеленая зона, которая единственная оставшаяся на Сокарках, вот там в той части левого берега. И то есть это борьба, мы 1,5 года вместе плечо к плечу идем, и это позволяет говорить о том, что, ну, то есть, это часть твоей жизни, то есть, ну, то есть с этим связано было, это одна из главных версий по поводу там, нападения с зеленкой, то есть это вот как раз с этой всей историей. Вот, и потому это ты чувствуешь как часть своей. Хотя кто-то, конечно, говорит, да, ну почему иди вот на Печерске, там улица Гусовского там, и так далее. Это твой ну, дед, весь город мой, ну, как сказать, близок мне и вся страна. А это улица дедушка? Да, дед. В честь деда. Я когда увидел, я все-таки в достаточной степени новый житель Киева, 4 года живу. Но я когда увидел, я сразу залез в Википедию и прочитал. Очень приятно было, что я тебя знаю.
Вот, интересный подсчет голосов как будет на этих выборах. То есть кандидатов вот в твоем округе 18, есть до 40, говорят, ну, примерно около 20. Я так думаю, в округах примерно около 20, да? И побеждает выборы в один тур, я правильно понимаю? Да. Побеждает простой человек, набравший простое большинство. Ты не считал, сколько минимально нужно, чтобы в твоем округе победить? Айдар, я думаю, что 30 тысяч голосов – это победа. Но это очень сложная задача. Нет, это минимальная планка? Или нет, это победа. Победа в любом случае. Нет, я про другое говорю, что вот здесь так много кандидатов, да, говорят в ту Верховную Раду, то есть в эту, или в ту, что ли, еще, проходили люди, за которых 1500 людей голосовало. Но есть специфические округа как раз в Донецкой и Луганской областях, совсем маленькие. Но это особенность. Это таких там считанных, я не знаю, пальцев, наверное, одной руки хватит для того, чтобы эти округа сочетать. Как правило, это, ну, условно, 150-200 тысяч избирателей, живущих в округе. Так, я хоть в математическом классе учился, но это было давно. Но, в общем... Ну, то есть, если вот в округе живет 150 тысяч, и явка будет 50, то есть это 75 тысяч придет на выборы. Если у тебя 20 участников, то есть вот дели. То есть если ты 75 поделишь на 75 тысяч на 20, ну, то есть там ровным слоем, там, да, то есть 2-3 тысячи за каждого будет. Но так как ровным образом не делится, то, соответственно, вот, там, у победителя в таком случае, то есть можно говорить, 20 тысяч – это верная победа. У нас остается 4 минуты. И я считаю, что вопрос, который я тебе сейчас задам, он очень важный не только для зрителей нашего канала. Да, вот как показал опрос сегодня, опубликовали результаты. Мне он очень сильно вдохновил и понравился, что там 4/5 населения Украины по опросу не безразлично возвращение Крыма. Они считают это для себя оскорблением. Они считают, что Крым надо вернуть. И всего лишь 20%, ну, такие, грубо говоря, предатели, как я их считаю, да? Вот, твоя позиция, вот если тебя выберут, с кем ты будешь там объединяться по Крыму, и какая твоя личная позиция в отношении борьбы за Крым? У тебя вот на это 3 минуты, вот, пожалуйста. Ну, безусловно, Крым это территория Украины, которая по праву является территорией Украины и которая является оккупированной. То есть и никаких по этому поводу компромиссов, я думаю, что не может быть. Вот, любые попытки как-то там позиционировать это как давайте на что-нибудь обменяем. То есть, на Донбасс якобы, например. Да, ну то есть надо не забывать, что то есть, это, во-первых, это люди. То есть это люди, которые там и сегодня живут. Это люди, которые были вынуждены оттуда уехать, но которые эту землю по праву считают своей многие века. Вот, потому я полагаю, что это вообще не лежит в поле каких-либо компромиссов. Вот, равно как и земля Донбасса и Луганщины. Вот, и я уверен, что право крымских татар должно быть на автономию, должно быть закреплено в Конституции. Крымские татары это заслужили веками, вообще говоря, своей жизни там. Вот, и заслужили, еще выстояв в ходе всех репрессий, которыми они подвергались в годы советской власти. А теперь, ну вот это, так сказать, такая прям реинкарнация советской власти. То, что происходит, мы знаем о многих событиях, которые сейчас происходят в Крыму. И как угодно, ну то есть вот было НКВД, потом КГБ, сейчас это там, ФСБ и что угодно. Да. У нас минута остается, и некоторые говорят, что в этой Раде будет такая вот более ватная, а у меня есть ощущение, что она будет сильно ватная. И что действительно много пройдет под разными даже знаменами, только откровенно людей, которые готовы вот на какие-то размены, какие-то договоренности и так далее, и так далее. Вот что ты будешь делать, если ты увидишь, что какое-то количество депутатов пытается совершить размен Крыма, там, размен Донбасса, уступить что-нибудь и так далее. Вот на какие действия ты готов? Это очень короткий ответ. Я думаю, что в этой Раде будет немало людей правильно и однозначно патриотически настроенных, и людей, которые понимают, как отстаивать интересы не только свои личные, а интересы тех, кого они пошли туда представлять. И я уверен, что эти люди сумеют сплотиться. Вот. А дальше это не важно, ты 2 к 1 или 1 к 2. То есть люди сплоченные и действительно отстаивающие, ну вот там очень такие глубоко сидящие вещи. То есть они, ну это там коэффициент надо просто использовать, потому что они другого совершенно веса.
И очень короткий ответ, вообще время закончилось. Может быть, проукраинская коалиция в Верховной Раде или все опять переругаются? Я думаю, может. Я верю в то, что может быть. То есть сложно будет, но вот это как раз очень важно, вот чтобы разумные, грамотные люди не пытались убежать в оппозиционную такую... Перегрызть друг другу глотки в угоду Медведчуку. Абсолютно Я точно. по-другому скажу. Спасибо, Сергей Гусовский был с нами. Спасибо, что нас смотрели. Подписывайтесь на YouTube-канал, на канал АТР. Там и это интервью, и другие самые интересные отрывки из передач. Через некоторое время программа «Новости Заман». Не переключайтесь. Смотрите АТР всегда, это очень интересно.